Всем доброго утра. На календаре у нас 14 июля. Сегодня день рыбака. Поздравляю всех рыбаков с этим прекрасным праздником. Ну а для меня сегодня утро, получается, выдалось недоброе. Поломалась машина, которая везла мне лодку Уралочку. Полетела коробка передач. Не доехали до Ухты 20 километров. Стоят в районе поселка Водный. Выезжаю навстречу. От меня это 200 километров. Вот так вот начинается мой день рыбака. Будем решать проблемы с ремонтом машины, с доставкой лодкой и все такое. Ну, как все будет происходить, буду коротко держать в курсе событий. Поехали. Ребята хотели помочь мне. Ребята мне помогли. Но такое вот стечение обстоятельств. Ничего. Проблемы для того и создаются, чтобы их решать. Погнали. Ну что, день рыбака продолжается, идет полным ходом. Но мы пока еще не на реке. Добрались до места. Вот она, Уралочка. Мы уже видим наяву. Даже можно потрогать. Вот. Мы ее трогаем, смотрим. Но она еще не на воде. Случилась поломка машины. Так, давайте сразу познакомимся. Александр, Николай. Здрасте. Друзья, сразу в течение часа откликнулись помочь перевести лодку, но тут на данный момент приходится помогать уже нашим друзьям, потому что, скорее всего, поломалась коробка передач. Мотор работает, при включении скорости начинает скрежетать, вибрация, все. В общем, позвонили, эвакуатор вызвали. Отгоняем машину на СТО на эвакуаторе. Сами вот потихонечку уже перегружаемся в нашу машину. Оставляем машину в городе Ухта. Ну а сами потихонечку как-нибудь надо будет привезти лодку. В общем, перецепляем прицеп с Уралочкой и потихонечку будем выезжать в сторону дома. Надеюсь, все у нас получится. И мы сегодня все-таки выйдем вечером на рыбалку. Нет ничего невозможного. Нет неразрешаемых проблем. Точно. Так, пока ждем эвакуатор. Вот, как мы видим, уже прицепили к Логану. И пока ждем эвакуатор, давайте поближе познакомимся с нашей Уралочкой. Какие изменения по сравнению с прошлогодней Уралкой, которая была 7,5 метра. Вижу сразу другие полы. В прошлый раз полы у нас были на Уралке вот с такого материала. Вот с такого материала. Вот здесь полы. Основные полы у нас водостойкие фанеры получается. Вместо 2 сидений 3 сиденья уже. На 2 человека можно больше вести. Заказал доп. Опцию вот это для спиннинговых удилищ. Заказал ролик там. Регулируемый транец. На прошлой лодке у меня он стоял ровно. И если надо было регулировать, то надо было что-то подкладывать. Здесь его можно регулировать на месте. Лыжа, как мы видим, лыжа сейчас тоже обшита пластиком ПНД снизу. На той была у нас просто металлическая лыжа арматурина. А здесь металл есть и обшит пластиком ПНД. То есть не будет скрежета, получается. Ну вот такой вот длиннющий прицеп. Огромное спасибо ребятам, соорудили. Тут прибамбасы всякие под него специально. И лодка мертвая держится. И как ребята говорят, отлично идет ходка лодка. Сколько километров в час ехали? 100? Не, меньше. Меньше? 90. Вот. Здесь у нас доп. Опция это ролик. Вот такой вот ролик для якоря. И
ковшик для черпывания воды. Ну как-то вот так. Осталось совсем немножко. Километров 250. Дай бог доехать, все нормально будет. И будем бить шампанское о борт корабля. Давай, Логан, хоть ты не подкачай. Довези. Приехали сюда нормально. Часа. Ну, я в Троицке еще заправлялся. Думаю, чтобы на Воевожу не заезжать, я в Троицке заправился. Думаю, а вдруг там света нет или что, дернусь без бензина и придется... А так заправился и поехал уже полный бак. Ну все, ждем эвакуатор. Перегружаемся. И едем дальше. Приехал эвакуатор. Начинается погрузка. Немножко поснимаю для канала Коми Рыбак. Вот и все. Коль, таксисту скажешь перекресток на Сосногорск. Все хорошо, понял. Где арбузами торгуют. А на Сосногорск налево перекрест, там большая площадка. Я там буду ждать, попробую доехать. Саню тогда с собой возьми. А, ну хорошо. А я тут один быстрее просто крутану. Ну, хорошо. Все, понял. Ну, как-то вот так. Жизнь без проблем. Скучная, неинтересная, с проблемами веселее. Но, надеюсь, на этом наши проблемы на сегодня закончатся и все будет хорошо. Пока все получается. Пройден еще один этап. Проехали город Ухта. Стоим на Сосногорском перекрестке. И дальше путь только в Троицко-Печорск.
180 километров и там около 40 километров еще до места, до речки. Все проверили, все четко. Прицеп вообще красота. Даже для Логана практически не чувствуется. Попали под крестный ход. Ехали 5 километров в час на сцеплении, получается, в городе. Спуски. Спуски-то ладно, по прямой. В подъемы, на сцеплении все ехали. Думал, что сцепление сгорит. Машина нагрелась. Как бы тоже задержали дополнительно полчаса где-то. Ну ничего. Едем с каждой минутой, с каждым метром мы ближе к цели. Теперь ждем Николая. Николай оставляет машину на СТО на ремонт. И подъедет сюда и поедем уже до места. Еще немножко, еще чуть-чуть. Осталось совсем немножко. Как мы видим, наша Уралочка уже прицеплена на за нашу Нивушку. Меняет уже третьего партнера наша Уралочка. До родной деревни доехали, слава тебе Господи. Все, осталось буквально еще пару штрихов. И скоро, очень скоро она спустится на воды нашей Печоры. Поздравим Романа Геннадьевича с днем рождения. Спасибо. Шашлыки жарятся. Там почти готово. Вы что-то долго едете? Скоро, очень скоро сядем за праздничный стол. Все сегодня, все праздники в одной куче. И день рыбака, и день рождения, и день поездок. Все в одной куче. Ну все, осталось совсем немножко. Последний штрих. Погнали. Последний штрих. Так ее вот чем-то придерживать, нет? А? Ее могут придерживать чем-то? Да. Или внутрь сесть, он пол взять, потом колом припихаться, Сань. Саня. Главное, чтобы моя туда не ушла далеко. Машина не дошла сюда? Нет. Мне кажется, сейчас-то уже столкнем, наверное. Ну, туда уйдет ведь. Еще немного, еще чуть-чуть. Так, ну-ка. Деда опустил шест. Чуть-чуть не попал. А, тебе? Да. Ну, чуть-чуть не считается. Господи, благослови. Не сможет. Так ты закатай штаны тоже в этих сандалях-то. Да я могу и штаны снять, нет, что. Подожди. Ее надо оттуда вот за якорь, за вот эту ерундистику дергать, и чтобы она вошла в воду. Сейчас Саня он штаны снимет. Ген. Пошел. Не надо. Ну один ты все равно не сможешь ее бабахнуть. Господи, благослови.
Ну вот и лодка на воде. Ну так что вот так. Мы это сделали. Здесь не надо никакого мотора даже, вон. Взял и поехал. Всё. Ну посадки, да, действительно уже. Как идет-то, смотри, она хорошо. Воды нет, а она даже не чиркнет дном-то. Ну, я говорю, посадка меньше намного, да. Так что, как-то вот так. Наша Уралка на Печоре. Вот, смотри. Тяжелый, смотри, спокойно дотаскиваешь, да? Вроде вес есть. Ну, теперь дело осталось за малым. Праздничный ужин. Сегодня у нас два праздника. День рыбака, день рождения Романа. Ну, а дальше рыбалочка. Встречаемся на рыбалке. И, наконец, настал тот час. Все, друзья, вот он. Момент истины. Наша Уралочка на реке Печора. И сейчас будет первый выезд. Сейчас будет первый выезд. Видишь, казанку так не столкнешь, если заедешь, да? Да на главной. Вода-то не идет.